Здравствуйте! В эфире передача «Мой путь к Богу» о тех людях, для которых на их пути ко Христу пришлось многое в себе преодолеть, многое переосмыслить. О том, что движет этими людьми, что дает им силы на их пути, мы беседуем с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Давид, православный татарин. И поскольку, как известно, большая часть татарского народа исповедует ислам, есть, конечно, и татары православные, даже это, скажем, не то, что появилось в наши времена. Известно, что в татарском народе уже несколько веков есть целые группы, которые исповедуют православие. Кряшины. Да, и Кряшины, и, кажется, еще некоторые помельче группы были, там нагайбакские татары, кажется, нагайбаки, если я не ошибаюсь. Вот. Но все-таки значительная часть народа остается в исламе, и поэтому, конечно, в вашем случае, насколько я понимаю, ваша семья, она имела именно изначально исламские корни, ну, с поправкой на то, что мы все жили в Советском Союзе, и, соответственно, это тоже вносило какие-то коррективы. Я правильно понимаю? Да, да. Ну, исламские корни больше носителями были, ну, дедушки, да, вот дедушка с бабушкой по материнской линии. По отцовской линии там ситуация была сложная, потому что дед отца был сельским муллой, а другой дед отца был человеком, которого объявили кулаком. И, ну, кулак при 8 детях, так называемый кулак, имеющий 2 лошади, 4 коровы, табунчик овец, небольшое поле. Вот, все это отняли. И дети разбежались из страха того, что их объявят подкулачниками. А мать отца из страха того, что она дочь служителя культа, так называемого, да, она, в общем, и от веры отказалась, и публично это декларировала, потому что, ну, страшно было, что будет расправа. Они обрусели достаточно сильно, научились говорить без акцента. Ну и, в общем, отец мой воспитывался вот в такой среде. А вот со стороны материнской линии родители сохранили веру. И, в общем, знаете, дед мне веру передал, веру в единого Бога, которая имеется в исламе. Была такая смешная история. Дед мой был сантехником, умел делать мастерски отопление. Вот, и он одного знакомого делал отопление. Ну, а как водится, татарина напоить водкой или накормить свининой для некоторых святое дело, что называется. Вот. И водкой не получилось, а тогда он достал свиную консерву, и, значит, деду сначала предложил, тот отказался, а мне предложил, я никогда свинины не ел, мне понравилось. Я всю эту банку умолотил, что называется, лет 6, наверное, мне было. Дед угрюмо молчал, потом мне сказал, знаешь, говорит, вот усадил меня, говорит, знаешь, говорит, ты должен знать, что есть Бог, который сотворил этот мир, да, который дал людям заповеди, законы, и который человека бережет, охраняет, помогает ему, и ангелов посылает. Вот. И, ну, это для меня был переворот. То есть я много спрашивал, почти всю ночь мы с ним разговаривали. Для меня это было очень важно, конечно. Я на следующий день был другим человеком, я узнал о Боге. Вот, это был для меня ценный опыт. Даже потом дед меня научил читать Коран на языке оригинала и, ну, многим вещам научил реально. В общем, для меня это было ценно. Вот. Но, ну и, собственно, вот эта культура. Тот же самый дед меня возил в татарские деревни, где я с этой культурой соприкасался. Ну, она, конечно, была постсоветская, потому что, ну, понимаете, что религии уничтожали на всех уровнях. И не только христианство, а и ислам, и буддизм уничтожал всякая вера. С отцом немножко более другая история. Отец, ну, был такой диссидент, шестидесятник, очень образованный человек, закончил филфак МГУ, знал, мог общаться и переводить практически на 38 языках. Знал широко разные круги интеллигентской Москвы, и писательской, и поэтической, и художественной, и, ну, филологической, естественно. Вот. И он под влиянием своей матери, ну, тоже не был верующим человеком. К вере он обратился, как ни странно, через такую проповедь, свидетельство одного человека из менинских кругов, который ему сказал о Боге.
И отец писал в одной из работ, что я научился писать слово «Бог» с большой буквы благодаря вот этому человеку, христианину. Вот. Но тем не менее, у отца была такая свойственная всем татарам упрямость, ну, знаете, поговорка «упрямый как татарин». И он о Боге-то узнал, но обратился к вере отцов. То есть, и вот с тех пор он стал мусульманином и в дальнейшем, ну, достаточно известным человеком в исламских кругах. Картина, которую вы обрисовали, она не предполагает с вашей стороны какого-то интереса или знакомства с христианским миром. Да, да, вы знаете, для меня, вот это, как это ни странно, даже несмотря на то, что я себя идентифицировал с исламом, для меня Христос, его личность была неким непререкаемым авторитетом. Помните, как у Достоевского, кажется, да, даже если истина будет не со Христом, то я все равно буду со Христом. Вот у меня что-то вот подобное было. Ну, я в дальнейшем достаточно глубоко изучал и ислам, вот, и ну, мы знаем, что Иса – это один из великих пророков мусульманских, чудотворец, который вознесен, да, который пребывает на небе в настоящее время. С точки зрения ислама. С точки зрения ислама, да, но не Бога-человек, да. не лицо Троицы. Вот. Я, собственно, в догматику тоже не вдавался, но как личность Христа меня всегда завораживала. Но вот этот Христос для меня не отождествлялся с церковью. Он был очень глубоко личный, он был где-то внутри, такой вот глубокий моральный авторитет. Я помню еще такой эпизод, ну вообще эпизоды веры советского времени, они очень, ну такие как-то исповеднические, что ли. Вот один тоже одноклассник, я пришел к нему в дом, увидел у него иконы на кухне, я сказал что-то такое глумливое, неприличное. И одноклассник мне сказал, он говорит, слушай, говорит, ты так не говори, потому что, знаешь, Бог все видит. И рассказал мне одну историю, когда вот человек, тоже так вот поглумившийся, был наказан за свои слова. Вот. И я полночи просил прощения у Христа за свои вот эти вот глумливые слова, при том, что, ну, как бы внешне я вырос в мусульманской семье. Вот. Ну, то есть вот такие вот вещи, они были какими-то эпизодами на моем пути к вере. Ну, когда пришла перестройка, вот мое взросление попало на этот период, он очень непростой период. Ну, понятно, что много вот в тот вакуум духовный, который появился в стране, хлынуло все то, что хлынуло, да, и эзотерика, и экстрасенсорика, да, и буддизм в своей самой странной форме, як вона є, Бхагавад-гита, как она есть там, ну и что-то в этом роде. Понятно, что многими этими вещами увлекался, но поскольку, ну, вот этот духовный вакуум был, просто он в душе был. И тут ислам отошел на какое-то второе место за каким-то таким неинтересностью, может быть, мало знакомством с ним, потому что все-таки в исламе много достаточно глубоких вещей. Вот. И, ну, вот увлечение этим меня привело, ну, это, собственно, уже моя личная история. Мы познакомились с моей будущей женой, мы ходили на, ну, вот, курсы подготовки к рождению ребенка, уже вот ребенок должен был у нас первый родиться. И человек, который вел эти курсы, Людмила Погожева, она много рассказывала о Христе. Причем так интересно, жена слышала, как она рассказывала о родах и рождении ребенка, и подготовке к родам. А я слышал вот эту часть, но, видимо, вот то, что необходимо было в данный момент. Ну и вот в итоге я оказался в одном московском храме, где прошел катехизацию. В течение года эта катехизация шла. В общем, это очень большую роль сыграло в моей жизни, потому что священник, который вот в дальнейшем стал моим крестным отцом, он не говорил... То есть я думал, что вот я сейчас должен буду отрекаться от ислама, должен буду какие-то вот такие вещи произносить. И для меня это было тяжело. Болезненно. Да? Болезненно и тяжело, потому что для меня с исламом связаны, ну, какие-то очень глубокие стороны моей души и важные откровения в моей жизни. И он мне сказал, что ты все то, что ты получил от ислама, за все это благодари Бога. Это важная часть твоей жизни. Но если ты услышишь в христианстве то, что тебя ну, как бы задевает, то, что тебя призывает к чему-то большему, то и от этого не отказывайся.
Для меня это было очень важное, ну, как бы, это сняло очень ну, как бы глубокие напряжения внутри, и я, собственно, был свободен в своем выборе. Меня никто не заставлял принимать христианство. Мне просто рассказывали о христианстве, имелась возможность обсуждать Евангелие, задавать вопросы по Евангелию, участвовать в богослужении, получать ответы на вопросы по богослужению. И, ну, в общем, вот эта годичная катехизация, ну, сделала во мне переворот. Я совершенно спокойно и безболезненно стал православным христианином. Сам момент крещения, как переживался для вас? Да, крещение это непросто, потому что есть у татар даже такое ругательство. Звучит оно так: «Шуканоб кицин», да? То есть, чтобы ты стал выкрестом, да, или вот там крестись и поди вон. Но это связано с разными вещами, потому что, ну, в том числе были, ну, разные там формы насилия в имперской России по отношению к татарам. Вот, ну, может быть, это как-то отложилось вот, в сознании. И, конечно, для меня это был такой шаг серьезный. Но, кстати говоря, тоже слово такое щукандыру, крещение, да, щукану, крещение, татарское, очень удачно перевели, ну вот тоже есть у меня знакомые протестанты, правда, из протестантской церкви, из Казани, они перевели как щундыру, то есть буквально омовение. Баптидзо, да, греческое. Да. То есть очень тонко, и, главное, созвучно. То есть щукандыру, очень удачный, на мой взгляд, перевод. И, ну, собственно, вот священник, который меня крестил, отец Георгий, собственно, тоже мне говорил, что это омовение от грехов и погружение во Христа. Вот, соединение со Христом, ну, таинственное соединение со Христом. Вот. Но само крещение, конечно, для меня было непростым шагом. Мне это было непросто. Точно так же, как, допустим, совершить крестное знамение. Знаете, я вот... Ну, я спортом занимался в свое время, и мы с ребятами в секции, вот, ну, был такой спор, да, еще в советское время. Вот сможешь ли ты крестное знамение совершить с гирей 24-килограммовой? Вот. Ну и, собственно, мы вот упражнялись, я тоже попробовал, получилось. И, ну вот надо сказать, когда крестное знамение совершал, я впервые вот в православном храме, ну для меня было что-то, вот воспоминание вот об этом, да, то есть вот как с этой самой гирей, потому что, ну, переступаешь вот некоторые запретные для твоего рода, Но для меня опять-таки важно было, что христианство все-таки для меня стало вселенским, а не родовым, потому что национальная принадлежность татар к исламу, ну, для меня христианство стало, ну, как бы некоторым... То есть я люблю татар, я люблю татарский язык, и татарскую культуру, люблю татарские песни, и поэзию, и литературу. Но для меня это ну, как бы не связывается с исламом напрямую. Для меня, тем более, что, ну, среди татар есть целые этнические группы христиан. В общем, достаточно давно они существуют. Вот, для меня это не связано жестко с исламом. Для меня христианство не было отрицанием моей культуры и моей этнической принадлежности. Для меня это было, ну, приобретением больше глубины веры, что ли. Потому что все-таки, как бы то ни было, в исламе Аллах далек. Он дал законы, да, которые, ну, собственно, ислам — покорность, которые мусульманин должен беспрекословно выполнять. А во Христе Бог пришел к человеку и разделил его судьбу, его жизнь, его ну, сердечные переживания. Взял на себя наши немощи Да, и раны. да, взял на себя наши немощи и раны, да. И это как вот такой друг, что ли, да, то есть друг в Боге. Кстати, интересно, ведь в исламе
институт святости называется Вали, Авлия, да? Да. Друг Божий, именно вот. И вот для меня христианство это стало вот таким, то есть я просто ну, стал ближе к Богу, что ли, вот это для меня, наверное, было очень важным. Ну, при этом, в том, что касается родственников, вы, допустим, их не сразу им сообщали о своем выборе. Ну, да, да, конечно, потому что ну, это непростая ситуация для мусульманской семьи. И но тут тоже интересно получилось. Скажем, вот мой отец в этом смысле фигура достаточно трагическая, потому что вот поздно, в сознательном возрасте приняв ислам, он стал достаточно известным человеком в российской мусульманской среде. И но там так получилось, что родители мои разошлись, и отец меня, ну вот уже став мусульманином, мы с ним меньше общались. Ислам он мне не передал, он меня больше воспитывал вот в культуре светской, которая ну, в российском исполнении более христианская, чем мусульманская. Но его вера все-таки была, ну, что называется, головная, умственная. То есть вот он, для него вера не была от сердца. Она была, ну вот как некоторая, ну не то чтобы схема, конечно, но что-то вот такое умозрительное, и выстроенное на умственном восприятии, а не на сердечном. И здесь интересно, скажем, вот моя бабушка, она была человеком абсолютно необразованным, но глубокой сердечной веры. Но важно то, что вот бабушка, когда узнала о моем христианстве, она так поразмыслила, но она посмотрела, ну, что называется, на плоды. Да? То есть она увидела, что я, в общем, достаточно такой бесшабашный молодой человек, который и выпить мог, да, и весело провести время. Ну, я обзавелся семьей, стал, в общем, нормально, ну, как бы нормальный образ жизни вести, работать. И, ну, изменился, перестал выражаться. Она увидела это и говорит, ну, я вижу, что перемены в твоей жизни произошедшие хорошие. Пусть Аллах сам тебя ведет и наставляет на этом пути. Вот она так сказала. То есть без осуждения, ни слова осуждения я от нее не услышал. А, собственно, это благословение получилось, да, пусть Аллах тебя ведет. Ну вот как она знает Бога, так она меня и благословила. Вот, со стороны отца, конечно, было намного сложнее, потому что когда он узнал, он увидел, что у дочки крестик нательный, да, наперстный, вот он спросил, крещена ли она, я сказал, да, я не стал, вот он спросил, крещен ли я, ну тут, конечно, на мой положительный ответ была целая буря. И, в общем, достаточно сложно мне было с ним разговаривать. И, знаете, я даже пошел учиться, в богословский вуз, для того, чтобы отчасти и о своей вере хорошо знать, но в этом богословском вузе, в котором, ну, вот, ну, это тоже вот мой духовный наставник меня как бы рекомендовал туда пойти, который он, собственно, организовал. Вот, в этом богословском вузе я глубже узнал ислам. То есть помимо христианства, я, собственно, пошел узнать о христианстве, чтобы с отцом аргументированно беседовать на эту тему. Вот, но я и глубже узнал ислам. Я познакомился с мистической традицией ислама. Я, собственно, и курсовую работу об этом писал, и магистерскую тоже начинал о ней писать. Потому что ну, мистическая традиция ислама, она глубоко, ну, тесно переплетена с христианской мистической традицией, потому что некоторые там суфийские шейхи носили наперстный крест и даже причащали своих вином и водой, Хлебом, да, и хлебом, да. Потому что Иса Масих, великий святой, вот так заповедовал. И, ну, собственно, мистическая традиция, она была очень интересна. Ну, собственно, вот я пошел учиться в богословский вуз для того, чтобы уметь с отцом, ну, как-то аргументированно разговаривать. И у нас были много достаточно глубоких разговоров. И, ну, в конце концов, даже к некоторому консенсусу мы пришли с ним и научились говорить, ну, без вот такого жесткого противоборства. Интересная была беседа даже о судьбе посмертной человека, потому что, ну, здесь много загадок, и, в общем, тут тоже мы пришли к консенсусу о том, что, например, ну как бы вот что происходит после смерти с человеком, сразу ли он
то есть как он попадает в ад или в рай, и когда, собственно, судный день, потому что, ну, согласно там пророчеству Иезекииля, это «станьте кости сухие», да, это в один день происходит, и согласно коранической традиции тоже это в один момент произойдет в долине Арафат. Вот. А как же тогда, что с человеком происходит? Ну и, в общем, единодушно пришли к тому, что, ну как это вот у Бога один день как тысяча лет как один день. И, собственно, в Царстве Небесном времени нет. И поэтому то, что для нас является временем, то, ну как бы в посмертной судьбе является единым мгновением, когда человек приходит на суд. Ну вот, собственно, для меня это был очень, ну, то есть это и непростые эпизоды были во Как-то вот взаимоотношениях. ваши вот эти беседы, как-то они, ну, как бы повлияли на отца? Может быть, он стал как-то сам задумываться о чем-то, нет? Вы знаете, да, уже, ну, я как говорил, уже он достаточно трагическая фигура, потому что, вот, будучи образованным человеком, он оказался очень востребованным у, ну, так называемых салафитов, да, вот того течения исламского, которое, собственно, вот сейчас бесчинствует в арабских странах, и которая хлынула в Россию через Кавказ, в первую очередь, в послеперестроечное время. Ну, собственно, такой человек им был очень востребован, и они достаточно активно его эксплуатировали. И он был, ну, как бы зажат с двух сторон. С одной стороны, он был глубокого ума человека и широкой образованности, а, собственно, салафитский ислам не требовал образованности, он требовал исполнения схемы, и достаточно жесткой схемы, там, в том числе в форме одежды даже, вот как вы, наверное, это знаете, да, то есть там заправленные носки, борода определенного там вида и так далее. Вот, и ему было тяжело. Ему было тяжело в этой среде, и в конце жизни он написал несколько работ, кстати, очень интересных, их бы опубликовать, никак вот руки не дойдут, о литературе, об искусстве, о культуре, о диалоге ислама христианском. Именно о возможности диалога и взаимного общения, вот не агрессивного, а с пониманием друг друга. И вы знаете, действительно, я когда стал разбирать его записи, его посмертные, ну, вот, его работы, я увидел там, что он глубоко и всерьез задумался о христианстве, о том, что в этом есть глубина, и он двигался к христианству. Вот если бы жизнь его не оборвалась, она очень при странных обстоятельствах оборвалась, может быть, и он бы глубже продвинулся в эту сторону. Скажите, вот на протяжении, скажем так, ну вот этого всего периода, когда вам на пути все большего, ну, жизни во Христе, да, ну, можно так сказать, все большего и воцерковления, можно по-другому сказать, вам приходилось как-то преодолевать и какие-то вещи, которые отложились прежде, и какие-то, может быть, непонимания с Отцом. Чувствовали ли вы поддержку со стороны Господа Иисуса Христа? Чувствовали ли вы, что вы не один вот в этом пути? Еще как. Еще как. Знаете, даже я один раз слышал от него голос, когда особенно тяжелые были споры с отцом. И я так взмолился. Я говорю: Господи, ну, избавь меня от этого общения, я его не могу терпеть. Почему ты меня запускаешь вот в это невыносимое для меня общение? И он сказал так, это это вот что-то вот прозвучало внутри, я же его люблю. Вот, то есть вот это мое свидетельство важно было для того, чтобы я вот отцу что-то такое сказал о Христе. Ну и, конечно, ну, у меня 3 раза диагностировали онкологическое заболевание, я лежал в больнице, несколько курсов химиотерапии провел, лучевой терапии. Ну и меня поддерживала христианская община. То есть люди сидели со мной, люди сдавали за меня кровь, вот, я им безмерно благодарен. И
ну, скажем, такой человек, как вот Ирина Богатова, просто день и ночь со мной сидела в больнице и помогала во всем буквально, там, в выборе лекарств и лечения, ну и просто вот помощи всякого рода. То есть я вот ей вот тоже очень безмерно благодарен. То есть вот просто конкретно христиане мне помогли выжить, это правда. Ну и без молитвенной помощи этого тоже бы не произошло. Вот в той ситуации тяжелой болезни. Ну и не только, конечно, потому что, ну вот, трудно стать свободным. То есть к свободе ведь, ну, как бы христианство — это свобода. Вот. И свобода в том числе и от, от этноконфессиональной привязанности, да, то есть вот что татарин должен быть мусульманином, да, ну и, наверное, там то же самое скажет азербайджанец, любые там ну, там дагестанские народы, чеченские народы, еще какие-то. Ну и очень трудно, ну, вот это преодолеть. Ну и причем для меня важно было преодолеть не конфликтно, не отказаться от своей национальности, своего языка, своей культуры, да, вот от того, что я люблю, ну, не конфликтно, вот принять, ну, как бы вот, ведь это же тоже часть моей жизни, часть моей судьбы, потому что я знаю, что многие, приняв христианство, православие, отказываются от своей культуры. Ну, как бы вот, то же самое произошло, допустим, с моей бабушкой. Она отказалась, она вместе с исламом выбросила и татарскую культуру, и татарский язык. И это ее личная трагедия. Ну, вот эта вот внутренняя борьба, она вот и здесь где-то была. То есть вот следовать за Христом, за тем законом истины, милосердия, свободы, любви, да, и не выбросить вместе с водой вот тех детей, которые в общем, имелись. Вот я честно скажу, что ну, не про всякий народ, который у нас традиционно считается мусульманским, можно такое сказать. Но что касается татар, то, допустим, в каждом, я думаю, в каждом московском храме точно есть хотя бы один православный татарин среди общины. То есть православных татар больше, я встречал намного больше, чем, допустим, православных азербайджанцев или православных узбеков. Вот, то есть как-то для татар, и это не потомки крещен, это именно те люди, которые, как и вы, сознательно пришли к вере православной вот сейчас, уже в зрелом возрасте. И я даже слышал, что, даже как бы я был свидетелем этому, предпринимались несколько лет назад такая была инициатива, попытка создания какой-то православной татарской общины, как-то люди собирались вместе, молились, там молебны на татарском языке проходили. Вот как вы к этим инициативам относитесь и как вы на них смотрите? Участвовали ли вы в них? Ну, это организовал отец Даниил Сысоев, покойный. Я с ним был хорошо знаком, и он меня приглашал тоже на молебны, тоже, ну, вот прочесть псалом на татарском или ну вот, или Тресвятое, допустим. То есть вот эта инициатива, мне кажется, важна. То есть важно, в принципе, чтобы люди, выходцы из другого народа, имели возможность иметь христианскую православную молитву на своем языке. Вот эта инициатива, мне кажется, важна и дорога. Вот в этом смысле он важную, нужную вещь делал. И сейчас его последователи тоже продолжают, насколько я это знаю. Я знаю, что для некоторых, опять же, люди все разные, для некоторых даже это становится тот какой-то внутренний конфликт, вот, который вы описали, да, даже не конфликт, скорее, это такое сильное слово, скорее внутренний вызов, да, к переосмыслению своей идентичности вот, в свете христианства, в результате приводил многих, и с тем, с кем я беседовал, там,
православные курды, православные кабардинцы, татары некоторые православные, к тому, что они больше начинали изучать историю своего народа, культуру своего народа, язык даже некоторые начинали изучать. То есть раньше они не знали его, когда были, допустим, мусульманами, стали христианами, стали интересоваться и стали и выучили язык. То есть такое, скажем так, движение тоже оно есть. Вот, когда люди вычленяют в себе, в истории, в культуре своего народа то, что вполне ни в коем случае не противоречит ни христианству, никаким образом, вот, которое является действительно именно народной культурой, не частью религиозной мусульманской культуры. Вы знаете, это действительно это чудо. То есть оно действительно иногда достаточно смешным способом проявляется. Скажем, я еще единоборствами занимался и занимаюсь немножко. Вот. И после крещения я как-то, после значительной паузы, там, не посещения зала, я как-то пришел в спортивный зал. И вдруг мне ребята говорят: слушай, говорит, как у тебя хорошо получается, ты где так тренируешься? То есть до смешного. То есть какие-то вещи после крещения настолько встали на место, вот даже просто вот телесное движение, что даже это стало, изменилось. Действительно так. Это вот реальность. Ну и в том числе вот то, что вы говорите, это абсолютно верно. Я по-настоящему стал изучать ислам после крещения. Вот я сейчас достаточно хорошо и разносторонне знаю. Я даже лекции читал в православном колледже несколько лет об исламе, о сравнительном богословии, исламе и христианстве. В том числе даже пытался организовать ислам-христианский диалог между представителями ислама и христианства. И, в общем, в течение 3 лет это длилось. И достаточно интересно было это все. И вот на данный момент я действительно знаю достаточно подробно многие направления ислама, и не только традиционные, но и мистические, и эзотерические, и мы даже такие вот поездки ездили с небольшой группой людей и знакомились с исламом в разных местах России, по крайней мере. Это очень интересно. И, скажем, допустим, для человека из мусульманской среды, обращение к образу, к иконе достаточно трудное, да, плюс но это было некоторым, таким то же самое, что крестное знамение, да, то есть считается, что это идол, да, в исламе, что вы поклоняетесь краске и доскам, хотя там, допустим, в том же диалоге мы говорили, что икона — это не объект поклонения, а почитания, да, что это разные вещи, что мы поклоняемся не веществу, а образу, который здесь изображен, и так далее. Это уже догматические вещи, которые, кстати, я стал ими заниматься именно после крещения, потому что мне нужно было аргументированно беседовать с отцом в первую очередь, но не только с ним. Вот. И вы знаете, мне уважительное отношение к святым и к иконе, к образу вернули отчасти дагестанские суфии. Скажем, такой известный, покойный ныне суфий Саид Эфенди Черкейский. Я много изучал его, не удалось с ним лично встретиться, очень хотелось, еще когда он был жив. Но фильмы о нем, где он с почтением относится к своему шейху, да, прикладывается к его образу, и с каким почтением он ходит на то, что называют зиарат, то, что так осуждают салафиты. И как для него важна эта живая преемственность веры от учителя к ученику, да, меня вернуло к нормальному отношению, не вернуло, а дало возможность нормальное отношение к иконам, к иконам, к почитанию святых. Это я получил через ислам, благодаря образованию, благодаря этому. Спасибо большое вам за ваш рассказ, за ваше свидетельство. Пожалуйста. Дай Бог, чтобы и те люди, которые, может быть, сейчас и смотрят нас, и которые тоже находятся на таком распутье, они тоже как-то увидели
на вашем примере какую-то перспективу и возможность развития в жизни уже во Христе. Потому что мне доводилось сталкиваться с людьми. Понятно, что часть, и, наверное, значительная часть мусульман вовсе не думает о христианстве. Мне доводилось сталкиваться с людьми, которые искренне полюбили христианство, будучи мусульманами, которые искренне хотели бы стать христианами, но у них есть некоторые вот препятствия, некоторые преграды. Ну, конечно, там вот первое для многих вопрос, а как семья, а как родственники, да? Для многих это очень стрессовый такой вопрос. Как с ними общаться, как они это воспримут. Для других вопрос это, конечно, там, что вот я буду один такой, что вот у нас все мусульмане, что же я, так сказать, буду отделяться, предам свой народ, свою нацию, еще что-то такое. Такие тоже у кого-то есть довольно серьезные для него смущения. Вот, и, в общем-то, глядя на примеры тех знакомых мне людей, которые все-таки прошли этот путь и решились и прошли, я вот замечаю две закономерности. Вот. Первый момент – это то, что люди на самом деле не теряют свою национальную идентичность во Христе. Вот. Они не теряют, ну скажем, ничего хорошего из того, что было и что есть в наследии их народов. Потому что Господь сделал народы разные. В каждом народе есть свои плюсы, есть свои минусы. Для того, чтобы мы как раз все вместе, общаясь, могли обогащаться нашими плюсами и восполнять наши минусы, вот, общаясь с разными народами. И поэтому, собственно говоря, это человек, то, что он не теряет то доброе, что было у него, это на самом деле факт, который переживали многие, приняв христианство. Что касается родных, родителей, конечно, это часто бывает болезненный вопрос. Мне знакомы ситуации, случаи, когда родные, родители относились спокойно к выбору дочери или сына, но все-таки это редкость. Обычно все-таки это для семьи поначалу это трагедия. И, скажем, отношение часто бывает резкое. Но опять же, я знаю очень много примеров, когда первая резкая реакция, потом, с течением времени, она сглаживается, и глядя на то, что сын или дочь, став христианином или христианкой, он становится более счастливым, что жизнь его меняется к лучшему. Постепенно и родные как-то смягчали свою позицию. Раньше всего, конечно, родные женского пола, вот. Родные мужского пола, они как более такие принципиальные позже, может быть, но, тем не менее, бывало так, я знаю примеры, что даже потом и другие родственники принимали со временем православие, хотя это бывает не во всех случаях. Иногда бывало и такое, что, к сожалению, отношения с родственниками утрачивались навсегда, или, по крайней мере, на очень долгий период, но, тем не менее, люди, с которыми я беседовал, бывшие мусульмане, с которыми я на эту тему беседовал, ни один из них не пожалел о том шаге, который он сделал, потому что то, что он получил во Христе, оно намного больше. Хотя, конечно, он скорбит о том, что отношения разорваны, конечно, он молится за своих родственников, оставшихся в исламе, но у него нет чувства потерянности, что он один. Потому что сам Господь Иисус Христос сказал, что нет никого, кто отрекся бы ради меня от своего там, или матери, или отца, или жены, и не получил бы здесь, в веке сем, 100 крат больше. Вот, поэтому спасибо большое еще раз за ваше свидетельство. Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете прислать ваши вопросы, замечания, комментарии на наш электронный адрес. Храни вас Господь!